Коми растет заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Всего в республике выявлено 2976 инфицированных. В том числе за последние 10 месяцев 437. Из них 44% заболевших из Сыктывкара. Все подробности у Анастасии Турниной. В минувшем году в Коми от ВИЧ-инфекции в стадии СПИД умерло 9 человек. В рекордсменах по числу заразившихся Сыктывкар. Здесь с 2013-го количество заболевших увеличилось в несколько раз. Среди пациентов люди разных возрастов. Молодые и те, кому уже за 40. Распространение ВИЧ-инфекции в республике Коми по своим причинам и по своим следствиям не отличается от таковых в целом от распространения ВИЧ-инфекции в России. Единственное, что само собой разумеющееся, это масштаб цифр, который имеет сегодня Российская Федерация и Республика Коми. ВИЧ – это сокращенное обозначение вируса иммунодефицита человека. Он вызывает ослабление, а затем и полное прекращение одной из жизненно важных функций организма человека – иммунной защиты. Причем заболевание проявляется не сразу. В течение длительного времени пациент не испытывает никакого дискомфорта и даже не подозревает, что болен. Как и в других регионах, главные причины заражения вирусом – беспорядочная половая жизнь и наркотики. У ВИЧ-инфицированных обычно несколько стадий заболевания. Последняя стадия – это непосредственно СПИД. Если перевести слово СПИД, то это синдром приобретенного иммунного дефицита. Это комплекс различных заболеваний. То есть они могут затрагивать иммунную систему и, разрушая сам иммунитет, в стадии СПИДа ВИЧ-инфицированный обычно умирает. Но страшного финала, по словам медиков, можно избежать, если выявить ВИЧ на раннем этапе. Для этого необходимо лишь сдать анализ крови. Жить с ВИЧ можно долго. Назначенная врачом и четко соблюдаемая пациентом антиретровирусная терапия успешно подавляет размножение вируса. Анастасия Турнина, телеканал Юрган.